Добрый день, уважаемые родители. Сегодня мы проводим вебинар по психолого-педагогической поддержке для детей именно в период, ответственный для них, так скажем, период экзаменов и сдачи ЕНТ. Наш сегодняшний вебинар предназначен именно для родителей, выпускников 11 классов. И каждый родитель, действительно, побывав сегодня на нашем вебинаре, я думаю, возьмет себе хотя бы чуточку полезных советов, как правильно поддержать ребенка в этот ответственный для него период и важный период. Поэтому приглашаю вас всех сегодня поучаствовать в нашем вебинаре. Психолого-педагогическое сопровождение при сдаче ЕНТ и подготовке к экзамену. Что же это такое? О чем мы сегодня будем говорить? Меня зовут Капанова Гульмира Кадрбаевна. Я являюсь руководителем регионального представительства программы превенции по городу Нур-Султан на общественный фонд Bloom Foundation. Также являюсь психологом-практиком, преподавателем психологии, являюсь международным тренером программы МЛТ города Санкт-Петербург и спикером Института семейного воспитания. Работая в направлении именно психообразования и помощи детям, мы разработали целую систему небольших таких важных рекомендаций при психологической готовности к сдаче ЕНТ. Что же такое психологическая готовность при сдаче ЕНТ и период экзаменов? Конечно, это сформированность у старшеклассников таких определенных свойств и качеств, без которых, скажем, невозможна сама успешная сдача экзаменов ЕНТ. Каждый должен понимать, и ребенок, и родитель, что этот период для него не просто ответственный, а такой, скажем, нагруженный, где много очень разных таких моментов, в которых ребенок, скажем, будет не просто переживать, а переживать вместе с родителем. Наша задача взрослых именно настроить ребенка правильно, настроить на то, что каким бы ни был бы исход, что в первую очередь для тебя это определенный опыт, для тебя это определенные испытания, что в жизни бывают разные испытания, и каждое испытание ребенок должен научиться преодолевать. И здесь эмоциональное состояние ребенка в целом, скажем, зависит 50% и от нашего состояния. Если мы, родители, умеем контролировать себя, свои эмоции, умеем правильно мотивировать ребенка не просто к успешной сдаче, а в преодолении ситуации кризиса, а экзамен, ЕНТ – это для ребенка стрессовая ситуация. Поэтому если мы, взрослые, умеем транслировать примеры правильного поведения в преодолении сложных ситуаций, то ребенок, глядя на нас, будет этому учиться, что немаловажно сегодня для наших детей. И если родитель умеет, скажем, даже если не получилось там сдать ЕНТ на нужный балл, как хотелось ребенку, или получить ту оценку во время экзамена, на которую хотел бы ребенок или рассчитывал, не отчаиваться, а научить ребенка воспринимать это как опыт, как жизненный опыт в преодолении жизненных ситуаций и испытаний. Есть такое интересное, замечательное стихотворение. Жизнь – это вечный экзамен. Даже расписания нет. Мы часто в жизни тянем невыученный билет и вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим. Но некому подсказать нам, мы с жизнью один на один. В чем смысл этого стихотворения? В том, что каждое испытание в жизни, оно должно учить нас определенному опыту, то есть в преодолении создавшихся ситуаций, умение преобладать, владеть собой, владеть своими эмоциями, владеть своими чувствами. И даже если ты претерпел какой-то неуспех, а должен не просто из этого извлечь опыт, а научиться справляться в этих ситуациях самостоятельно. Очень важно, почему ребенок боится, почему ребенку страшно, почему у него, скажем, такая вот эмоциональная напряженность в этой ситуации испытаний, экзаменов и так далее.
Конечно, это в первую очередь неопределенность, страхи. Во-вторых, неуверенность в себе. И это как вот система множеств влияет только негативно, и у ребенка он задает себе такие вопросы. Вот я не выучил эту тему, а если я ошибусь? То есть что же будет дальше? То есть страхи, которые проявляются у ребенка, конечно, они порождают не просто, вызывают у него такое вот эмоционально-стрессовое напряжение. И здесь нам, родителям, нужно в первую очередь стараться быть рядом с ребенком и демонстрировать, и показывать, и поддерживать своего ребенка именно правильно. Да, экзамены – это ответственный период в жизни любого человека. И во многом, как сегодня понимают это выпускники, от их результатов зависит их будущее. Когда ребенок заканчивает школу, 11 класс, и для него в первую очередь это дорога в большую жизнь. И здесь профессию, которую он выбирает, вуз, в который он поступает, колледж, в который он для себя планирует, это в первую очередь его планы, мечты, цели. И если что-то не получается, то для ребенка, конечно, кажется, что рушится весь мир. И для него это, скажем, очень большой такой стресс, если что-то не удается и что-то не получается. И самое страшное, когда в этой позиции родители обвиняют ребенка, ругают его, наказывают, говорят, что вина его в том, что он несерьезно к этому отнесся. Здесь очень важно нам, родителям, взрослым, научиться контролировать себя, свои эмоции, свои слова, то, что мы говорим, свои чувства. И правильно нацеливать ребенка на то, что если что-то не получилось, то извлекай из этого урок. То есть эта мудрость всегда должна транслироваться нами, родителями, для детей. И понимание его позиции, понимание его чувств, понимание его эмоций. Прежде чем разговаривать с ребенком, продумайте то, что вы будете говорить, как вы будете с ним разговаривать. И проговорите с ребенком все возможные выходы из создавшихся ситуаций. Проговорите с ребенком разные исходы ситуации. Допустим, если не получится так, как мы хотели, а если вот здесь будет не так, то что мы можем предпринять и какие выходы у нас есть, чтобы ребенок понимал, что выход есть всегда. И этот выход вместе с ребенком транслирует сам родитель. И задача родителя здесь оказать не просто поддержку, а самому быть стабильным, быть уверенным и самому демонстрировать ребенку в первую очередь спокойствие. Потому что когда обеспокоенный, тревожен родитель, обеспокоенный, тревожен, конечно же, сам ребенок. Есть множество факторов, которые могут, скажем, влиять на успешный исход. Конечно, это уровень знаний, который ребенок получил во время обучения в школе, который ребенок получил посредством того, что он посещал там дополнительные занятия, стремился сам. Также один из факторов успешности – это эмоциональная способность ребенка выдержать ситуации испытаний, ситуации экзаменов и уметь справляться не просто со своими эмоциями, а именно уметь справляться в разрешении этих ситуаций, с которыми он сталкивается. И, конечно же, умение преодолевать разные трудности. Если ребенок имеет опыт в преодолении сложных ситуаций и, тем не менее, к тому же умеет это проговаривать вместе с родителями, как он преодолел, как он справился, и от родителей слышат не только оценку, а слова понимания и поддержки, то, скажем, психологический иммунитет ребенка будет намного выше. То есть ребенка будет определенный, скажем, такой вот стимул и возможность преодолевать эти сложности. Наши эмоции.
Мы говорим, что дети очень эмоционально ранимы или скрывают свои эмоции. Да, дети могут быть сегодня разными. Дети не всегда похожи на своих родителей и тем более на нас, взрослых. Если мы, взрослые, умеем преодолевать справляться со своими эмоциями, то мы можем демонстрировать примеры правильного совладания своими эмоциями для своих детей. Вот у Вольтера есть такие замечательные слова. Эмоции – это ветер, который надувает паруса, и он сможет привести корабль в движение, а может потопить его. В этих словах кроется смысл того, что именно мы сами можем научиться справляться со своими эмоциями, владеть своими эмоциями и направлять их в правильное русло. Зачастую родители, которые приходят к нам на консультации, говорят о том, что нас воспитывали по-другому, мы были другие, у нас все было не так. Сегодня сложно с детьми, сегодня ребенок не такой. Да, сегодня ребенок не такой, какими были мы вчера детьми. Сегодня век новых технологий, цифровых технологий. Дети более, скажем, насыщенной информацией и более, скажем, продвинутые в некоторых моментах, чем мы, взрослые. Родители не всегда согласны с тем, что там, им кажется, что слишком много, бывает, да, слишком много ребенок проводит времени там, в телефоне, в компьютерах, посещает там сайты, которые не нравятся родителям. И зачастую это вызывает очень много таких вот конфликтов и барьеров в общении между родителями и ребенком. Новое поколение сегодня выросло в таком, скажем, возможностях цифрового пространства, цифрового обмена информацией. И мышление у детей сегодня, конечно, другое, не такое, как было у нас вчера. Молодое поколение сегодня способно одновременно решать несколько задач, передая с одного сайта на другой, допустим, да, одновременно может. Иногда бывает, что им, наоборот, сложно вклиниться и долго втягиваться в одну определенную деятельность или сконцентрировать себя на определенной задаче. Почему же это происходит? Зачастую дети стараются найти готовые ответы в интернете. Даже когда мы используем какие-то слова или термины, незнакомые для ребенка, ребенок может быстро загуглить и посмотреть, что это значит, да, или что это обозначает. Даже мы, взрослые, стали делать так, если нам, скажем, врач говорит о каком-то диагнозе или о каком-то препарате, мы воспользуемся возможностями интернета и посмотрим, о чем это. И поток информации, который сегодня, скажем, доступен для детей, не всегда полезен. Поэтому наша задача научить детей отбирать правильную для них информацию, полезную для них информацию и неразрушительную для них информацию. Если мы сами, взрослые, умеем правильно пользоваться ресурсами интернета и обсуждаем это вместе с детьми, то, конечно же, мы можем демонстрировать примеры правильного поведения в социальных сетях, в интернет-ресурсах. Какими сегодня могут быть дети? Дети сегодня, да, не похожи на нас. Дети сегодня другие, не такие, как мы были вчера. Посмотрите, портрет современного подростка. Наверное, родители сейчас, вот посмотрев на этот слайд, обратят внимание и узнают некоторые черты личности своего ребенка. Где-то им кажется, что он чрезмерно подвижен или чрезмерно говорлив, какие-то имеет завышенные требования по отношению к себе. Ему кажется, что он не всегда понимает чувства и переживания других людей. Кажется, что он может быть отверженным, любит какие-то ритуалы или вообще не принимает ритуалы, которые, скажем, чтят родители, может иметь заниженную самооценку, а иногда наоборот. Наверное, родители часто наблюдают за тем, что дети могут часто ругаться с ними. Создает ребенок, кажется, как родителям сам конфликтные ситуации. Бывает, что он слишком подозрительный, да, не всегда может контролировать свое поведение или наоборот, чрезмерно контролирует свое поведение. Может сваливать вину на других. Бывает, что спорит со взрослыми, что не нравится нам, взрослым.
И иногда кажется, что он какой-то вот безразличный, отрешенный. Нам кажется, что даже есть какая-то вот апатия, нет цели у ребенка. И вот это нас, взрослых, конечно же, может пугать. Посмотрите, также на следующем слайде вы можете увидеть еще некоторые черты у своих детей, допустим, да, импульсивность. Часто дети бывают отказываются выполнять просьбы взрослых, предчувствуют что-то плохое, часто испытывают какие-то недомогания касательно своего здоровья. Бывает, что чем-то увлекаются или, наоборот, их сложно чем-то увлечь. И посмотрите, вот если мы говорим, что дети часто бывают некоторые, если особенно это 5-6 класс, да, задают вопросы, то более в старшем возрасте дети не задают вопросы нам, взрослым, нам, родителям. Они находят ответы посредством тех ресурсов информационного пространства, которые не всегда нравятся нам, взрослым. И если, допустим, говорить о режиме дня, зачастую родители, которые приходят к нам на консультации, говорят, что у ребенка нарушен режим сна, режим приема пищи. Важно родителям задуматься сейчас, что сподвигло, почему именно у ребенка есть такие вот проблемы, нарушение сна и нарушение, скажем, приема пищи. С чем это связано? И зачастую бывает такое, что кажется, что ребенок чувствует себя таким вот беспомощным, никому не нужным, чувствует себя одиноким. Если посмотрите на следующий слайд, вы обратите внимание, вот есть такие вот эмоциональные индикаторы детской депрессивности. Посмотрите, пожалуйста, когда приходят к нам родители и говорят о том, что вот мне кажется, что у него вообще нет цели, мне кажется, что он такой вот безразличный, и я наблюдаю все время, он ленится что-то делать. С чем это связано? Почему это происходит? И наша задача во время ведения консультации помочь найти причину такого поведения ребенка и помочь родителю и ребенку именно найти способы разрешения вот этих создавшихся ситуаций и помочь ребенку справиться в ситуации стресса или переживаний, с которыми столкнулся в данный момент ребенок. И на самом деле, конечно, что же такое депрессия у детей? Депрессия у детей – это одно из таких вот психических эмоциональных расстройств, которые проявляются в поведенческих каких-то изменениях. Если вы посмотрите, скажем, на эти критерии, то некоторые критерии, они как раз вот схожи, вот особенно признаки депрессии, вот паника, выраженная тревога, сниженность, способность концентрации внимания, да, бессонница. И вот иногда дети, скажем, находясь в таком состоянии, пытаются использовать алкоголь или табак, да, и детей ничего не радует, да, это испытывает утрату, вот, испытывание удовольствия от каких-либо действий или от каких-либо предметов. Вот если ребенку что-то нравилось раньше, а тут резко меняются, скажем, его интересы и перестает нравиться то, что нравилось раньше. Конечно же, если мы с вами задумаемся, причины депрессивного, скажем, настроения, состояния ребенка в первую очередь может быть семейная атмосфера. Если в семье существует негативное отношение к плачу или трауру, или особенности переживания, демонстрации, просить помощи, то есть если в семье это не принято, то тогда ребенок находит себе друзей на стороне. То есть если нет у него живых друзей, скажем, в реальном мире, то есть, да, когда он может коммуницировать с друзьями, делиться, да, есть виртуальные друзья, но не всегда виртуальные друзья, дети знакомятся с ними в социальных сетях, не всегда виртуальные друзья могут быть истинными друзьями, и не всегда они могут быть безопасными для ребенка. Это важно понимать. И, конечно, никогда ребенок не пойдет искать друзей, скажем, в той же социальной сети,
Если у него есть реальные друзья, это его одноклассники, друзья, допустим, по двору, или те друзья, с которыми он общается давно, с детства, семейные друзья. И, конечно, друзья, первые друзья – это его родители. Причины. Почему же возникают все-таки барьеры в общении с ребенком? Из-за чего? Если мы посмотрим вот эти вот эмоциональные барьеры, то, конечно, это связано с искажением эмоций. И если ребенок в семье не принято выражать свои эмоции, делиться о чувствах, своих переживаниях, ребенок замыкается в себе. Ребенок переживает самостоятельно позиции там неуспеха, позиции каких-то стрессов, тревог и перестает доверять своим родителям. Если в семье правила негуманны, когда родитель говорит, только мое мнение должно быть там правильным, и только мое решение, оно считается вот главенствующим, то, конечно, подавление инициативы для ребенка ни к чему хорошему не приведет. И если мы обесцениваем чувства детей, часто дети говорят мне, что, допустим, я переживала из-за этого, говорил маме там, или говорила папе об этом, но мне родители сказали, это ерунда, не надо обращать на это внимание, как бы это не так важно, это неправильно. Обесценивать чувства детей ни в коем случае нельзя. Для ребенка данное переживание является действительно такой ситуацией, когда ему нужна помощь. И поддержать ребенка в ситуации переживания какого-то стресса или какой-то кризисной ситуации, наверное, задача каждого родителя. И вот если мы говорим об экзаменах и ИНТ, конечно, это стрессовая ситуация для ребенка. И родители должны быть более чуткими, более внимательными, поддерживающими своего ребенка. Причины возникновения конфликтов. Из-за чего же возникают все-таки конфликты между родителями и ребенком? То есть на это влияет сам тип семейных отношений, да, и деструктивность семейного воспитания, то есть когда принято, что именно только так и только так нами, родителями. Да? Возрастные кризисы детей, особенно это в младшем подростковом возрасте и в старшем подростковом возрасте. И, конечно же, у каждого свой характер, у каждого свое мнение, и не каждый готов выслушать мнение другого. Какой же вред от семейных конфликтов сегодня для детей, для каждого ребенка? Когда от конфликта в первую очередь страдает достоинство человека. Во время конфликта что взрослые, что дети могут использовать там ненормативную лексику, слова, которые причиняют боль, ранят душу, слова, которые давлеют на другого человека. И иногда, скажем, эти слова дети запоминают на долгое время. Вспомните себя детьми, когда, ругая вас родители, говорили какие-то слова. Сейчас, конечно, с высоты своего возраста каждый понимает это по-другому, правильно. Но ребенок, когда ему, скажем, 16, 17, 18 лет, не всегда способен понять вас правильно. Поэтому, конечно же, постарайтесь уходить от ситуации, когда во время порыве гнева, эмоций говорить обидные слова своим близким, своим детям в первую очередь. За каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих переживаний. Даже, скажем, после конфликта подумайте вот, и вспомните себя. После конфликта очень сложно, скажем, сконцентрироваться, собраться с мыслями и делать что-то касательно даже работы или какой-либо деятельности. Если представьте себе конфликт
длится в течение часа, то умножить это на 60, умножить на 20, сколько времени переживаний в дальнейшем из-за этого длительного конфликта. А если конфликт длится в течение всего дня, то представьте, насколько это может отложиться в психике ребенка и как ранить его на долгое-долгое время. И, конечно же, из-за конфликтов страдает физическое и психическое здоровье, поражаются нервы, сердце и сосуды. Об этом мы, взрослые, должны всегда помнить. К чему мы должны стремиться именно в тот период, когда мы нужны своим детям? И что мы можем сделать для того, чтобы было меньше таких конфликтов и барьеров в общении между родителями и ребенком? Конечно же, работать над собой. Я всегда придерживаюсь принципа, если что-то не получается с людьми, ищи причину в себе. Мы привыкли обвинять других и говорить о том, что он виноват, он делает не так, у него вот такие ошибки. А что мы сделали для того, чтобы этого не было? А что мы сами сделали для того, чтобы избежать этой ситуации или пресечь эту ситуацию, или проиграть эту ситуацию до конца и выйти с положительным исходом для всех? Конечно же, нам, родителям, в первую очередь очень важно повышать свою психологическую культуру, психолого-педагогическую культуру. Сегодня очень много такой, скажем, литературы, очень много проходит вебинаров для родителей, очень много роликов, книг, сайтов, где любой заинтересованный родитель может повысить свои знания. Знания по способам общения с ребенком, по способам помощи своим ребенком, по способам воспитания именно ребенка, который в дальнейшем научится, скажем, справляться с разными жизненными ситуациями. И очень важна организация семьи на коллективных началах. Что это? То есть семья – это одно целое. Если мы говорим ребенку, не просто говорим, а демонстрируем сами, что каждый член семьи в семье важен, что мнение каждого должно учитываться, строить совместные планы, совместные перспективы, обсуждать возможности положительного исхода для, скажем, всех, кто в семье, то есть учитывать интересы каждого члена семьи. И если в семье есть у каждого свои трудовые какие-то обязательства, которые он должен выполнять и за которые он несет ответственность, не тогда, когда мы принуждаем, а тогда, когда мы умеем донести необходимость в помощи ребенка именно в семейном взаимодействии, то есть насколько важна его роль в выполнении вот этих вот трудовых обязанностей и функций. И, конечно, важно понимать, насколько, если даже возникают какие-то противоречия, не стесняться обсуждать, не надо бояться проговаривать. И у каждого в семье должно быть право и возможность говорить, проговаривать, разговаривать, объяснять, высказывать свое мнение и обсуждать каждое мнение, смотреть минусы и плюсы любого исхода событий. Также подкрепление словесных требований, обстоятельств воспитательного процесса. То есть не просто когда мы проговариваем, а насколько это значимо для каждого. Проявлять интерес к внутреннему миру детей. Что нравится вашим детям? Почему нравится это детям? Почему именно это нравится? Чем оно нравится? Увлекаться их заботами, увлечениями. То есть немножечко, скажем, даже не немножечко, а серьезно постараться побывать в мире ребенка, посмотреть, чем дышит ваш ребенок, что ему нравится, что ему не нравится. И если мы будем знать, чем интересуется, что увлекает вашего ребенка и почему именно это увлекает, то мы больше будем понимать наших детей. Вот они, принципы гармоничного воспитания в семье ребенка. Когда родители предпочитают бесконфликтное общение, умеют доверять друг другу, сочувствуют друг другу, умеют понимать друг друга. И очень важно, когда родители не просто любят и уважают друг друга, а дети это видят, что родители любят друг друга. Дети видят, что родители умеют уважать друг друга.
Зачастую, когда приходят к нам дети, мы спрашиваем у детей, всегда ли ребенок, ну, планируешь ты свое будущее, какой бы ты хотел бы, чтобы была твоя семья? И дети говорят, к сожалению, что я не хочу детей, я не хочу воспитывать детей, я вообще не хочу семью. Я вижу, как ссорятся мои родители, и я бы не хотела бы такой жизни для себя. Нам, родителям, нам, взрослым, сейчас очень важно задуматься, что мы делаем не так. Что мы можем сделать так, чтобы наши дети в будущем были счастливы в своих семьях и умели преодолевать не просто жизненные ситуации, а разные случаи, когда, скажем, для них это испытание, для них это определенный экзамен, для них это стрессовая ситуация. Если родители умеют сами управлять своими эмоциями, то, конечно же, они могут научить и своих детей управлять своими эмоциями. Во время, скажем, такой ситуации стресса, переживания, очень важно, чтобы родители следили за тем, что ребенок соблюдает режим правильного питания. Конечно, питание сегодня, мы говорим, если у детей дошкольного возраста, так как это активный физиологический рост, да, 6-разовое питание. У детей, старших подростков, необходимо родителям контролировать, помочь соблюдать, приучить ребенка, привить у него привычку хотя бы 4-разового питания, богатого витаминами. То есть смотрите, в этом списке вы видите, какие витамины важны для ребенка, особенно выпускника 11 класса, принимать в пищу для того, чтобы организм справлялся с стрессовыми ситуациями, потому что, как мы говорили, что эмоциональный, психоэмоциональный стресс для ребенка влияет на нашу физиологию, на наш организм. Поэтому для нашего организма очень важно, для организма ребенка очень важно получение витаминов вот примерно в такой форме. Конечно, если у ребенка не специально раздельное питание, есть определенная, скажем, диета в связи с его особенностями здоровья. И, конечно же, здоровый психологический климат в семье. Что такое здоровый психологический климат? Это гибкость ролей, когда взаимозаменяемость функций, когда, например, папа уезжает далеко в командировку или даже просто уходит на работу, сказать сыну, что теперь ты остаешься за главного, я верю в тебя, и сегодня ты отвечаешь за то-то, то-то, ты заменяешь сегодня меня, ты должен мне помочь, я верю в тебя, и для меня это очень важно. То же самое, когда мы вселяем веру в ребенка в том, что нам нужна его помощь, то, конечно, это позиция доверия между родителями и ребенком. И правила в семье, они должны быть гуманными. То есть любое мнение всех членов семьи должно учитываться. И, конечно же, поощряться честность. Когда границы признаются, границы семейных отношений и признаются и уважаются, уважать каждого члена семьи, уважать мнение каждого члена семьи. Когда мы не стесняемся говорить о своих чувствах, когда мы не боимся говорить о своих переживаниях, не просто вешать груз проблем, а проговаривая и в том же самом способе закрепления, способа выхода из этих ситуаций на своем примере. То есть мы совсем можем справиться тогда, когда мы вместе. Мы все можем преодолеть, потому что я всегда буду рядом с тобой. Поощрять ребенка за его независимость, поощрять ребенка за его рост в каком плане, что он научился еще и этому, у него теперь получается еще и это. То есть когда мы мотивируем ребенка и поощряем его самостоятельное решение, конечно, в положительном опыте, да, для ребенка очень важно и закрепляется принцип положительного опыта, и важна мотивация нас, взрослых. И, конечно же, если исход конфликта в семье всегда приемлемый, когда учитывается мнение каждого члена семьи. Сегодня мы с вами проговорили о простых правилах, которые важны для ребенка при подготовке экзаменов к экзаменам ИНТ. И
Каждый родитель в первую очередь может создать условия для своего ребенка, наверное, не только правильным питанием, не только условиями для подготовки, но и еще и, наверное, пониманием. Пониманием и совместным не только переживанием, а совместной верой в то, что всегда есть выход, всегда есть возможность справиться с этой ситуацией. Это наш сайт BFLine. К нам очень много обращается, есть много обращений от детей. Любой ребенок может обратиться и получить консультацию по телефону, если он оказался в кризисной ситуации. Это касается именно кризисных ситуаций. Когда ребенок стал жертвой, скажем, там, насилия или грубого отношения, буллинга по отношению к нему, ребенок конфиденциально может обратиться за помощью. И очень много сегодня у нас обращений от родителей на этот сайт. Пишут родители, которые вот в городе Нур-Султан могут прийти на офлайн консультации к нам абсолютно бесплатно и получить консультацию онлайн через видеозвонок, и есть консультации по телефону. Но я думаю, что если родитель заинтересован и хочет помочь своему ребенку в переживании какой-то кризисной эмоциональной ситуации, я думаю, что родитель захочет прийти. Поэтому наш фонд сегодня делает очень много. Есть большое количество видеосюжетов для родителей по профориентации, по выбору профессии, как правильно разговаривать с ребенком. Заходите на наш сайт, сайт Belem Foundation и сайт самообращений, если вдруг вы оказались в кризисной ситуации и вам необходима психологическая консультация касательно именно своего ребенка, любой родитель может обратиться к нам. Спасибо большое, уважаемые родители. Спасибо, что были с нами. Всем желаю в первую очередь здоровья и успешной сдачи экзаменов и хороших результатов.